Именем Аллаха Милостивого Милосердного. В предыдущей передаче мы увидели, как Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, определил хадис про слепого, приведенный Ахмадом и Тирмизи и другими учеными, как хадис, касающийся только личной жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это от того, что Таймия, да смилуется над ним Аллах, не был знаком с хадисом, приведенным от Табарани. В хадисе, приведенном от Табарани, говорится, что почтенные асхабы поступали так же и после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ученый познает некоторые вещи, но не все, поэтому он иногда ошибается. Но самое странное то, что некоторые следуют за одним ученым, тем самым игнорируя всех остальных ученых. Такое трудно воспринять. Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, ученый, который усердно трудился на своем пути, да благодарит его Аллах за это, пусть по велению Аллаха он попадет в рай, опередив нас. Однако мы не можем отвергать ученых уммы и последовать за ошибочным мнением одного ученого. Поистине, все имамы 4 мазхабов сошлись в том, что посредничество с пророком дозволялось и при жизни, дозволяется и после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В качестве довода мы приводим хадис Бухари про 3 человек, которые оказались запертыми камнем в пещере. Также его называют хадис пещеры или хадис про 3 человек. Ат-Табарани в своей книге «Му'джам ас-Сагир» привел хадис. Байхақи тоже привел этот же хадис в книге «Далаилун Нубуввати». И там говорится, что однажды к 3-му повелителю, Усману ибн Аффану, да будет доволен им Аллах, пришел какой-то человек. А Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, был великим правителем. Этот человек просил у Усмана о какой-то помощи. В хадисе не рассказывается, именно о какой помощи шла речь и имя этого человека. Обычный человек, у которого была какая-то необходимость, и он пришел к правителю за помощью. Он несколько раз приходил к Усману и просил: «О, Усман, выполни мою просьбу». Усман был очень занятым человеком. То не слышал его, то забывал. Таким образом, просьба оставалась невыполненной. Может быть, правитель мусульмана не понимал его, или тот не заслуживал такого внимания. Получилось так, что Усман ибн Аффан не обратил на него внимания из-за своей загруженности. Однажды этот человек встретил Усмана бин Ханифа. Он пожаловался ему: «О, Усман ибн Ханиф, я знаю, что у тебя хорошие отношения с Усманом ибн Аффаном. Скажи ему, что я хочу с ним поговорить». Усман ибн Ханиф, да будет доволен им Аллах, сказал этому человеку: «Сходи в комнату для омовения, соверши омовение, затем иди в мечеть, соверши 2-ракатный намаз и скажи: «О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредничеством Твоего пророка Мухаммада». Он повторил те же самые слова, сказанные когда-то во времена пророка, слепым при произношении молитвы, просящей у Аллаха. Тогда Всевышний Аллах вернул зрение слепому, как божественное чудо пророка. Да благословит его Аллах и приветствует, так как слепой просил посредничеством пророка. Это было во времена пророка. После смерти пророка. Усман ибн Ханиф наставляет этого человека на совершение 2-ракатного намаза и просить Аллаха посредничеством пророка, да благословит его Аллах и приветствует, со словами: «О Аллах, поистине я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка Мухаммада, пророка милости, да благословит его Аллах и приветствует». Он говорит: «О Мухаммад!» А Мухаммад ушел в мир иной. Мухаммад находится в вечной жизни. «О Мухаммад, я разговариваю сейчас, будто бы я живу во времена Усмана. О Мухаммад!» Да, мы призываем пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
так как Он присутствует. Хотя Он перешел в иной мир, но Он живой в своей могиле по воле Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пророки живы в своих могилах. Мы говорим в ташаххуде, и все мусульмане говорят: мир тебе, о пророк. Мы же говорим: о. А с кем мы говорим? Он же не присутствует. Но все это потому, что Он сказал: когда мусульмане приветствуют меня, Аллах возвращает мне душу, и я отвечаю на их приветствие. Это хадис посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Байхаки в своей книге «Хаятуль Анбия» собрал все хадисы, подтверждающие, что пророки живы в своих могилах. Он сказал: «О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу, выполни мою просьбу». Потом излагай свою просьбу. Усман ибн Ханиф говорит ему, чтобы он произнес свою молитву и попросит у Аллаха, о чем желает попросить у Усмана ибн Аффана, и пусть больше не думает об этом. И не думай больше об этом, это уже будет решено и без твоего участия, и тебе не потребуется идти к Усману. После этого приходи ко мне, мы вместе пойдем к правителю. То есть после того, как он закончит молитву, как велел ему Усман ибн Ханиф, они вместе пойдут к Усману ибн Аффану. Тогда этот человек совершил двухракатный намаз, попросил у Аллаха, чего желал, как советовал ему Усман ибн Ханиф, но он не вернулся к советчику. Он направился прямо к дверям повелителя Усмана ибн Аффана. Как только он подошел к дверям, охранники повелителя поздоровались с ним и повели к Усману. А раньше, когда он приходил, на него даже и не смотрели. Усман ибн Аффан тоже не слушал его. А теперь все такие вежливые, приветливые. Когда он зашел, Усман сидел, устроившись на ковре. Повелитель правоверных посадил его рядом с собой на ковер. По велению Всевышнего Аллаха, правитель посадил его возле себя, потому что этот человек, когда просил Аллаха, попросил посредничества пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И Усман ибн Аффан спросил: «Какая у тебя нужда?» Пришедший человек рассказал, о чем он нуждался. Повелитель правоверных исполнил его желание, не вставая с ковра. Потом сказал: «Я не вспоминал про твою просьбу до этого момента. Каждый раз я слушал тебя, но забывал. А на этот раз, перед тем, как ты постучался, я вспомнил о тебе». Свят Всевышний Аллах! Усман ибн Аффан удивлялся, как он мог вспомнить это только сейчас, и сказал ему: «Если в чем-нибудь будет необходимость, то приходи ко мне». Когда человек вышел из дома повелителя правоверных, он встретил Усмана ибн Ханифа и сказал ему: «Да вознаградит тебя Аллах! Повелитель правоверных не выполнял мою просьбу так долго и не обращал на меня внимания, пока ты с ним не поговорил обо мне. Ты поговорил с ним, и то, что случилось, не было возможным, если бы ты не поговорил с ним». Тогда Усман ибн Ханиф ответил: «Клянусь Аллахом, я с ним не говорил о тебе, но я видел, как когда-то к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приходил слепой, и он рассказал ему об этом хадисе, который приводил от Тирмизи». В таком случае Ибн Таймия, или те, которые следуют необоснованным доводам этого великого ученого, почему они говорят «до смерти» или «после смерти пророка», или это было во времена пророка? Ведь имамы 4 мазхабов и вся мусульманская умма просит Аллаха посредством пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и не видят в этом даже малейшего сходства с ширком. Это является основой религии ислам, а все ученые уммы единогласны в этом решении, дозволяющем посредничество пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И поэтому все те, кто отрицает это, должны покаяться перед Всевышним Аллахом. До следующей встречи. Мы вверяем вас Аллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.